Интинская ТЭЦ реализует масштабный проект строительства в Инте газовой водогрейной котельной, приоритетный инвестиционный проект ПАОТы Плюс в Республике Коми. Объект мощностью 160 гигакалорий в час заменит устаревшую ТЭЦ. Это повысит надежность теплоснабжения города и улучшит экологическую обстановку. В конце прошлого года был расторгнут контракт с предыдущим подрядчиком. После заключения договора с новой строительной организацией из Кирова в мае начали завозить на объект материалы. К работам специалисты приступили в начале лета. Напомним, что в феврале прошлого года на площадке строительства газовой котельной проводились работы. Тогда было забито свайное поле под главный корпус будущей котельной, дымовую трубу, подстанцию химической водоподготовки и баки котельной. Связаны 3 армокаркаса для установки котлов. В серо-оранжевом сооружении разместилось распределительное устройство с трансформаторной подстанцией. Рядом обустраивают фундамент под дизельную электростанцию мощностью 2,4 мегаватта. Сзади меня находится БКТП, блочно-комплектная трансформаторная подстанция 35/04, которая непосредственно будет питать новую водогрейную котельную, соответственно ВПУ, ну и остальных потребителей. То есть там расположено 2 сухих трансформатора мощностью 4 мегаватта. Соответственно, с левой стороны от нее вот здесь вот будет располагаться дизельная электростанция мощностью 2,5 мегаватта, которая будет работать на дизельном топливе. На основной строительной площадке уже вырисовывается облик будущего корпуса котельной. Мы с вами находимся около планируемого здания главного корпуса котельной, в котором будут располагаться 4 одинаковых котельных агрегата российского производства, оборудование основного цикла, соответственно, вспомогательное оборудование также будет размещаться в котельной установке, и оборудование по большей части российского производства, ремонтопригодное. Соответственно, за производственной частью у нас располагается отделение химводподготовки, планируемое к вводу в этом году, и с выполнением всех строительно-монтажных работ по комплексу котельной в конце 2026 года. Функционально здание будет разделено на 3 блока. Административный сектор разместит сотрудников. В производственном будут размещены 4 котла мощностью по 40 гигакалорий в час. Сейчас у нас работы ведутся нулевого цикла по устройству фундаментных элементов основного вспомогательного оборудования и самого здания. Соответственно, через 30 календарных дней планируется начало работ по устройству несущих стальных конструкций каркаса здания с последующим закрытием теплового контура сэндвич-панелями и не стеновым, а световым ограждением. Вот. То есть пока ведутся работы нулевого цикла, которые планируется закончить через 60 дней. С последующим выполнением строительно-монтажных работ внутри главного корпуса с закрытым тепловым контуром. Это как раз работы периода зимнего. Котлоагрегаты, 4 однотипных котлоагрегата завода Поликрафт, это у нас Смоленская область. Эти же котлы установлены у нас в ряде других производственных площадок нашей компании, зарекомендовавшие себя как надежные котлоагрегаты, работающие уже и отпускающие тепловую энергию конечному потребителю. Свайное поле под дымовые трубы, по оценкам специалистов, будет подготовлено и сдано через месяц, после чего подрядная организация приступит к сборке труб. Сейчас у нас здесь нулевой этап выполнения ростверка под блок дымовых труб. На один котел, соответственно, идет 1 дымовая труба. Свайное поле выполнено, ведутся арматурно-каркасные работы с последующим введением монолитных работ. Через 30 дней по результатам лабораторных исследований, если будут подтверждены проектные характеристики бетонной конструкции, будет дано разрешение на монтаж самих дымовых труб. Планируется через 30 дней доставка на производственную площадку изготовленных уже элементов дымовых труб с последующим сбором посекционным непосредственно на месте монтажа. Во вспомогательных помещениях, где сейчас идут активные работы, будет расположен сектор водохимподготовки.
Здесь у нас готовы к монтажу фундаментные элементы бакового хозяйства, химводоподготовки новой котельной. Соответственно, они уже приняты. С 1 августа планируется, с 1 сентября планируется доставка на производственную площадку нового оборудования самих баков, после чего начнется их монтаж уже на штатные места, подготовленные фундаментные элементы. Помимо масштабного строительства новой газовой котельной, на территории Интинской ТЭЦ идут параллельно работы по переоборудованию мазутной котельной. Напомним, блочно-модульная котельная построена в 2020 году и в 2021 году введена в эксплуатацию. Она предназначена для покрытия пиковых нагрузок централизованной системы теплоснабжения и всевозможных внештатных ситуаций до введения в эксплуатацию новой газовой котельной и позже войдет в ее состав. С момента ввода в эксплуатацию она работала на мазуте. Сейчас здесь ведутся работы по переводу на газ. Уже смонтированы 3 современные газовые горелки с низкими выбросами. В этом году мы реализуем проект по переводу блочно-модульной котельной на газ. Соответственно, с нами заключили договор с фирмой «Устюггазсервис» о реконструкции топлива, для сжигания топлива на блочно-модульной котельной. Для этого мы выполнили демонтаж 3 мазутных горелок. И, соответственно, на данный момент ведется монтаж 3 горелок газовых фирмы «Бернар» российского производства. Данные работы мы планируем закончить в сентябре, провести пусконаладочные испытания и в зиму зайти уже с маленькой котельной на 20 гиг, которая будет работать на газу. То есть мы уходим от мазута и переходим на более экологичное топливо – газ. Соответственно, это повысит надежность работы Интинской ТЭЦ в зимний период, так как данная котельная у нас находится как пиковая, и может замещать часть нагрузки паровых котлов энергетических, которые находятся на Интинской ТЭЦ. Инновационная конструкция головы сгорания позволяет добиться существенных улучшений с точки зрения снижения выбросов, стабильности пламени и надежности. Идеальное сочетание топливно-воздушной смеси на этих горелках гарантирует равномерное пламя при любых условиях работы. Горелки оснащены электронным блоком управления. По желанию заказчика могут быть укомплектованы функцией кислородного регулирования, а также частотным преобразователем электродвигателя вентилятора. Благодаря полной автоматизации котельная запускается в работу дистанционно с главного щита управления Интинской ТЭЦ. Котельная постоянно поддерживается в режиме полной готовности и может быть оперативно введена в действие. Газопроводы надземные и подземные уже проложены. Совсем скоро от газораспределительной станции, расположенной в 15 километрах от города, по ним начнет поступать голубое топливо. Первым его потребителем станет пиковая блочно-модульная котельная.